набор для бадминтона уже достали из кладовки, тот набор, которым мы обычно орудуем на даче, так далек от профессионального спортивного. Гора новостей на открытом первенстве спортивной школы номер 32 по бадминтону. Здесь соревнуются ребята разного уровня подготовки. Так как первенство – открытое занятие спортом, принять участие может каждый. Такие соревнования придумали для того, чтобы оценить свои умения и определить, чему же ты научился за год. Как часто прилетают валанчики в лоб? Довольно часто прилетает, иногда в лицо, в глаз прилетало мне, но не всегда, это не так сильно больно. Чем профессиональная ракетка отличается от той, которая продается в супермаркете? Та, что продается в супермаркете, она, во-первых, тяжелая, ей очень тяжело играть. У нас обычно играют кистью очень много, поэтому тяжелая ракетка, она не позволит так управлять кистью. В Древней Греции и Древнем Риме уже перекидывали валан через барьер. Позже мореплаватели перевезли эту игру на своих кораблях в Великобританию. Оттуда она разошлась по всей Европе. Сейчас это развлечение доступно абсолютно каждому, но не каждый может так ловко управлять ракеткой, как это делают спортсмены. Чем тебе нравится этот вид спорта? Например, когда выходишь играть, ты чувствуешь небольшой мандраж, потому что это всегда страшно. И даже если это знакомый для тебя соперник, и ты знаешь, как он играет, никогда нельзя предвидеть, что он может сделать. Расскажи про эти соревнования. Сыграла хорошо, было достаточно легко, потому что девочка была новичок. Считается, что бадминтон является младшим братом тенниса. Сейчас вы удивитесь, но бадминтон появился раньше. Просто освоить его чуть легче и инвентарь проще. Но все же, если вы решили заняться бадминтоном профессионально, то настраивайтесь на многочасовые тренировки. Бадминтон входит в тройку самых сложных по физическим нагрузкам видов спорта. Задействованы абсолютно все мышцы в теле, и активно идет мыслительная деятельность. Думаю, вы удивлены не меньше моего. Исламова Светлана, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.